На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 37 лет назад, 15 и 16 июля 1989 года в Сухуми и других районах Абхазии произошли первые открытые грузино-абхазские столкновения. Более 300 обращений обработал аппарат уполномоченного по правам человека в Абхазии за 3 года. Состоялась встреча журналистов с омбудсменом Анас Кишмари. 18 школьников из Абхазии приняли участие в летнем математическом интенсиве в гимназии Примакова. «37 лет назад, 15 и 16 июля 1989 года в Сухуми и других районах Абхазии произошли первые открытые грузино-абхазские столкновения. Эти события навсегда вошли в историю как точка отсчета к сопротивлению, самоорганизации и открытой борьбе за независимость. Поводом для эскалации послужил многомесячный кризис вокруг открытия в Сухуми филиала Тбилисского государственного университета и разделения Абхазского государственного университета по национальному признаку. Противостояние переросло в массовые беспорядки и вооруженные стычки, в результате которых, по разным данным, погибли от 16 до 17 человек, а сотни людей получили ранения. Одной из жертв тех дней стал Алексей Кугония, начальник смены Сухумского аэропорта, убитый за отказ покинуть свое рабочее место. Для стабилизации обстановки в Сухуми и предотвращения дальнейшего кровопролития в город были введены подразделения внутренних войск СССР. Я думаю, что если бы средства массовой информации больше бы уделяли внимание миролюбивым сюжетам, если бы местные передачи, особенно передачи по Муамбе и по другим каналам из Тбилиси, через газеты, не пропагандировали бы постоянно против самой малой нации абхазов, значит, все те материалы, которые они подают, если бы они наоборот призывали бы к действительному миролюбию и подчеркивали бы постоянно только то, что нас объединяет, то, что является основой всей нашей истории, и пытались бы говорить не о прошлом, не о прошлых обидах, а хотя бы говорить о том, какие мы сегодня, потому что именно нашу культуру определяет не то, были ли культурными наши предки или нет. Нашу культуру определяет только наше сегодняшнее поведение. И мы все должны думать не о прошлом, а мы должны думать постоянно о будущем. Мы, к сожалению, слишком много занимаемся всякими историческими проблемами, и мы довели наше общество до того, что оно стало обществом с непредсказуемым прошлым. А раз непредсказуемо прошлое, значит не будет предсказуемое будущее. «16 июля чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Абхазии Вячеслав Гладков встретился с руководством пограничного управления ФСБ России в республике и детально ознакомился с особенностями несения службы в части обеспечения безопасности границы. Заслушал текущую оперативную обстановку, отметил высочайший уровень подготовки к несению боевой службы военнослужащими пограничного управления ФСБ России, а также высокий уровень взаимодействия российских и абхазских ведомств в вопросах обеспечения безопасности и охраны госграницы. Днем ранее чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Вячеслав Гладков посетил 7-ю российскую военную базу. В ходе поездки проведена встреча с командованием. Посол оценил степень готовности школы, построенной для детей военнослужащих, а также пообщался с руководством этого общеобразовательного учреждения и представителями заказчика от Министерства обороны Российской Федерации. Посольство России в Абхазии предупреждает, что в интернете появились фальшивые сайты реальных гостиниц Абхазии, которые предлагают услуги по бронированию проживания в этих отелях. Деньги, которые граждане переводят по указанным на таких сайтах реквизитам, попадают в карман мошенников. Реальной оплаты проживания в гостинице при этом не происходит. К сожалению, очень часто это выясняется лишь когда человек прибывает к месту отдыха. В этой связи посольство призывает желающих отдохнуть в Абхазии к особой бдительности при бронировании отелей. Рекомендуется сверять URL-адреса сайтов гостиниц с информацией, размещенной на сайте Министерства туризма Абхазии.
Новости парламента. 16 июля состоялось заседание Комитета Народного собрания по государственно-правовой политике под председательством Даута Хутаба. В соответствии с повесткой был рассмотрен проект закона о внесении изменений в Конституционный закон о выборах депутатов Народного собрания парламента Абхазии. По мнению авторов данного законопроекта, действующее законодательство не содержит достаточной детализации запрета на участие иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных и международных организаций в избирательных кампаниях. Законопроект устанавливает запрет на любые формы участия указанных субъектов в подготовке и проведении выборов, а также в поддержке или противодействии кандидатам. Участники заседания обсудили законопроект о внесении изменения в статью 5 Конституционного закона о выборах депутатов Народного собрания. Законопроект разработан в целях реализации требования о владении кандидатами в депутаты абхазским и русским языками. Действующая редакция закона не содержит процедуры подтверждения владения языками. Предлагается дополнить часть 3 статьи 5 положением о представлении результата тестирования, проводимого лингвистической комиссией, образуемой Центральной избирательной комиссией. Отсутствие положительного результата станет основанием для отказа в регистрации кандидата. Далее был рассмотрен проект закона о внесении изменений в Конституционный закон о выборах депутатов Народного собрания. В рамках повестки дня депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменения в статью 25 Конституционного закона о выборах депутатов. Законопроект предлагает увеличить срок запрета на опубликование результатов опросов общественного мнения, связанных с предстоящими выборами, с 10 до 30 дней до дня голосования. Затем участники заседания обсудили законопроект о внесении изменения в статью 10 Конституционного закона о выборах депутатов, который устанавливает временный запрет на прописку граждан, достигших 18 лет со дня назначения выборов до подведения их итогов. По итогам обсуждения комитет рекомендует на заседании сессии принять в первом чтении данные рассмотренные законопроекты. Также был обсужден законопроект о внесении изменения в Конституционный закон о выборах депутатов Народного собрания, которым предлагается установить требования о постоянном проживании кандидата на территории Республики Абхазия не менее 5 последних лет перед днем выборов. После обсуждения данных законопроектов и последующего голосования члены комитета не дали положительные рекомендации для их утверждения на заседании сессии. В соответствии с утвержденной повесткой, депутаты рассмотрели законопроекты, направленные в парламент президентом Республики Абхазия Бадрой Гунба. Члены комитета рекомендуют на заседании сессии Народного собрания парламента принять в первом чтении данные законопроекты. Также участники заседания рассмотрели внесенный президентом в парламент законопроект, который предлагает дифференцированный подход к срокам вступления в силу языкового ценза. Норма о том, что депутатом может быть избран гражданин, владеющий абхазским и русским языками, вступает в силу с 1 января 2027 для граждан абхазской национальности и с 1 января 2032 для граждан других национальностей. По итогам обсуждения комитет не дал данному законопроекту положительную рекомендацию для его принятия в первом чтении на заседании сессии. Наша соотечественница Эльчин Адзенба, представлявшая Измирское черкесское культурное общество, выступила на панельной дискуссии, посвященной правам коренных народов и искусственному интеллекту в рамках 19-й сессии экспертного механизма ООН по правам коренных народов. Как сообщает телеграм-канал «Окно», в своем выступлении Эльчин Адзенба обратила внимание на проблему политической предвзятости данных, на которых обучаются современные системы искусственного интеллекта, подчеркнув, что подобные перекосы могут воспроизводить и усиливать существующее неравенство. 16 июля состоялась встреча журналистов с уполномоченным по правам человека в Республике Абхазия Анас Кишмария. Повод для разговора не только текущие итоги работы аппарата омбудсмена, но и острые социальные проблемы, с которыми граждане сталкиваются ежедневно. От статистики обращений до резонансных случаев в детских учреждениях. В центре внимания оказались вопросы безопасности, справедливости и правовой защищенности. Подробности в материале Алисы Адлиба. Уполномоченная по правам человека в Республике Абхазия Анас Кишмария отметила, что за последние 3 года аппарат уполномоченного фиксирует устойчивый рост числа обращений. Если в 2024 году был зафиксирован высокий спрос на правовую помощь, то в 2025 динамика только усилилась. По словам Анас Кишмария, только за первые месяцы текущего года отработано уже более 90 заявлений, и это число продолжает расти. Стоит отметить, что права человека – это фундамент любого суверенного государства, демократичного государства.
И появление такого института в нашем молодом государстве – это серьезный шаг и вызов. То есть общество готово слышать правду. И для себя я, вступая в эту должность, обрисовала такой, знаете, среднесрочный план перспективный того, что мы должны сделать. В качестве главных принципов, с которыми я начинала, да, это вот несколько таких основных тезисов. Первое – это налаживание взаимодействия с государствами, с институтами этих государств, дружественных Абхазии. Первое, что я сделала, это наладила взаимодействие с федеральным уполномоченным Российской Федерации. До этого у нас был меморандум о взаимодействии с Приднестровской Молдавской Республикой. Сейчас мы расширяем горизонты наших возможностей. Мы сотрудничаем как с федеральным уполномоченным по правам человека Российской Федерации, так и с региональными. Это нам дает возможность не просто оказывать посильную помощь гражданам, как на территории Республики Абхазия, так и за пределами, но и возможность участия во второй, не менее важной части нашей деятельности, это информационно-просветительская деятельность. То есть Республика Абхазия наравне с десятком других стран принимает ежегодное участие в мероприятиях, проводимых в городе Москве под эгидой федерального уполномоченного. Это и Евразийский альянс омбудсменов, где Абхазия является наблюдателем, так как не входит в их состав, и научно-практическая конференция. Последний год, в 2025 году, участие принимали более 60 стран. В этом году аппарат уполномоченного делает особый акцент на 3 наиболее острых направлениях. Первое – оказание психиатрической помощи. Второе – положение дел в исправительных учреждениях республики. Здесь омбудсмен постоянно проводит мониторинги, контролирует ситуацию и направляет подробный отчет с пошаговыми рекомендациями главе государства, а также в исполнительную и законодательную ветви власти. И третье, пожалуй, самое резонансное – тема семейно-бытового насилия. Как подчеркнула Анна Скишмария, она остается актуальной уже 2-й год подряд. В 2024 году по этой проблеме была проведена научно-практическая конференция, а сейчас подготовлен профильный законопроект. Его принятие, по мнению омбудсмена, могло бы стать системным шагом в решении проблемы, которая долгие годы остается в тени. К сожалению, тема семейно-бытового насилия в нашем обществе, она воспринимается неадекватно. Кто-то, кто хорошо знает эту проблематику, естественно, ратует за принятие закона. Есть люди, которые про нее никогда не слышали, и слава богу, но, к сожалению, их неинформированность не является причиной, почему мы эту тему не должны поднимать. Сложности с законом, потому что вызывает много противодействия. Мы попробовали пойти по пути меньшего сопротивления и в уже действующее законодательство вписали поправки, которые помогли бы нам здесь, на земле, помогать людям, потому что закон – это очень долго, это очень сложно, а помощь человеку нужна здесь и сейчас. И действительно законных механизмов у нас не оказывается. Но в любом случае мы созрели до принятия закона, мы предложили парламенту эти поправки, которые до этого предлагались и которые нашли отклик, оформить в виде отдельного закона, потому что, что такое закон? Мало кто имеет доступ к консультанту. Это программа, которая позволяет следить за новшествами законодательства, которые существуют у нас в стране. И такой доступ искать трудно. Это и нужно либо иметь специальную программу, или знать, что такой закон есть, подзаконные акты появились. Но это усложняет работу. Все-таки мне бы хотелось, чтобы это был отдельный закон в том виде, в котором вот мы обсуждали в парламенте. Я очень надеюсь, что мы получим отклик от парламентариев. Чтобы сделать помощь доступнее, команда омбудсмена провела масштабную информационную кампанию, встречи с руководителями администрации, сотрудниками опеки, депутатами собраний и прокурорами в каждом районе. Как отметила Кишмария, мы стараемся сопровождать человека в любой ситуации, даже если наши полномочия ограничены. Механизм отрабатывается до конца. Вообще нужно понимать, что уполномоченный по правам человека – это не тот, кто решает личные разногласия между людьми. Это человек, который стоит между человеком и государством. То есть для того, чтобы обратиться к уполномоченным, вас, простите за слово, должно быть государство. А здесь вопрос стоит о личных взаимоотношениях, это семейный кодекс, и это немножечко не всегда наш формат оказания помощи. Но так как человеку обратиться больше некуда, я взяла такую ответственность помогать таким людям. Вчера был юбилей у яркого политического деятеля Абхазии Бориса Викторовича Адлиба, и мне на глаза попалась его цитата, да: «Если ты не можешь помочь человеку, должен сделать так, чтобы он ушел от тебя довольный». Это вот прям лозунг нашей организации, потому что человек, обратившийся к нам, знает точно, что если мы не сможем взять в оборот его дело, это не значит, что мы оставим его без решения.
Один из самых громких вопросов касался недавней ситуации в одном из детских садов Сухума. Прокуратура уже начала проверку по факту возможного применения насилия к детям. Уполномоченная подтвердила, что к частным учреждениям, особенно к организациям досуга, традиционно накапливается много претензий. Основная проблема – несоответствие нормативным требованиям. Однако в республике, к сожалению, не хватает мест в муниципальных садах, и родители вынуждены отдавать детей в частные руки, где условия зачастую оставляют желать лучшего. Что касается частных учреждений, как я понимаю, это вопрос частного учреждения, к ним всегда много вопросов по организации досуга детей, по требованиям нормативным, по состоянию здоровья сотрудников этих учреждений. Действительно, это большая проблема, но, к сожалению, Республика Абхазия не обладает достаточным количеством детских садов для того, чтобы размещать туда детей, и родители вынуждены отдавать детей частно за большие деньги. Поэтому ситуация очень неприятная. Я надеюсь, что в ближайшее время прокуратура даст нам адекватный ответ, что же имело там место быть, потому что, зачастую, естественно, дети – это непоседы и могут получить травмы в самых неожиданных местах, но я считаю, что в такие ситуации всегда лучше промониторить, проверить и убедиться в том, что это был ложный вызов, чем проигнорировать. Подводя итог встречи, Анна Скишмария отметила, несмотря на ограниченные ресурсы и сложные правовые коллизии, аппарат продолжает работать над каждым сигналом, чтобы восстановить справедливость и доверие граждан к институтам власти. Алиса Адлейба, Састракуа Гухава, Абаза ТВ. Кабинет министров ускорит рассмотрение заявок от предпринимателей Абхазии. Об этом заявил вице-премьер Джансух Нанба на заседании профильной комиссии по реализации государственной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Абхазии» на 2026-2028 годы. На встрече обсудили реализацию трехлетней госпрограммы и подготовили список проектов, которые полностью соответствуют критериям. Кроме того, участники утвердили сроки приема заявок по субсидированию кредитных ставок для местных предпринимателей. Чтобы успеть одобрить как можно больше инициатив, до конца года комиссия переходит на оперативный режим работы. Уважаемые члены комиссии, я приветствую вас на нашей очередной встрече. Мы продолжаем работу в рамках исполнения указа президента о реализации государственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия. Сегодня в повестке нашей встречи несколько вопросов. Главный вопрос: мы сегодня рассматриваем те проекты, которые были дополнены в части недостающих документов, информации, которая вызвала у нас определенные вопросы и сомнения. Ответственный орган Министерства экономики подготовили те проекты, которые подходят под утвержденную программу, и мы сегодня их будем рассматривать. Вторым вопросом мы обсудим и, соответственно, должны принять в установленном порядке сроки приема заявок по второй подпрограмме. Это субсидирование процентной ставки по кредитам, выдаваемым абхазскими банками нашим предпринимателям. Ну и третьим вопросом, прочее, мы будем обсуждать различные вопросы, возникающие в процессе реализации нашей государственной программы. Хотел бы обратить внимание, что очень важно, чтобы мы ускорили работу нашей комиссии. Наша комиссия должна ускорить свою работу для того, чтобы мы успели как можно больше заявок рассмотреть в этом году, как можно больше принять решений по тем предложениям, которые сделаны и представлены в Министерстве экономики. Международный аэропорт Сухум имени Владислава Ардзенба принял первый рейс авиакомпании Норвинд из Уфы. С запуском этого маршрута частота полетов между столицами Абхазии и Башкортостана увеличивается до 3 раз в неделю. Теперь у пассажиров больше возможностей для планирования поездок. Среда – авиакомпания «Руслайн», четверг и воскресенье – авиакомпания «Норвинд». Актуальное расписание и детали рейсов всегда доступны на официальном сайте аэропорта Сухум. В Абхазии временно изменились тарифы на проезд в общественном транспорте. Министерство экономики информирует о введении временных тарифов на услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом.
Согласно постановлению Кабмина от 15 июля, новые расценки будут действовать до 1 октября 2026 года. Данное решение обусловлено текущей ситуацией на рынке горюче-смазочных материалов и ростом сопутствующих затрат, напрямую влияющих на себестоимость пассажирских перевозок. Новые временные тарифы, внутригородские маршруты, автобусы 20 рублей за одного пассажира, микроавтобусы, маршрутные такси 50 рублей за одного пассажира. Пригородные маршруты, автобусы 2 рубля 33 копейки за один пассажира-километр. Микроавтобусы 4 рубля 53 копейки за один пассажира-километр. Междугородные маршруты, автобусы 2 рубля 20 копеек за один пассажира-километр. Микроавтобусы 3 рубля 72 копейки за один пассажира-километр. Минэкономики подчеркивает, что изменения носят исключительно временный характер. В период действия постановления ведомство продолжит детальный мониторинг цен на ГСМ и другие расходы перевозчиков. По результатам этого анализа будет принято своевременное решение об отмене временных тарифов либо о продлении срока их применения. В школе номер 2 в селе Паквач подарили новый автобус. Новый транспорт значительно облегчит доставку детей в школу, обеспечив безопасность и комфорт в пути. В торжественной церемонии передачи автобуса приняли участие министр просвещения Хана Гунба, глава администрации Очимчирского района Алхаз Кация. Гунба отметила особую значимость поддержки сельских школ и создания комфортных условий для образования подрастающего поколения. Село дает человеку много возможностей. Все, что мы делаем сегодня, это для вас и вашего будущего. Желаю вам, дорогие школьники, учиться хорошо, стремиться к знаниям и достигать поставленных целей, подчеркнула министр. Передача нового автобуса – долгожданное и важное событие для всего села. Глава администрации района Алхаз Кация, школьники и их родители поблагодарили президента Бадру Гунба, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и Министерство просвещения за оказанную помощь и внимание к нуждам сельской школы. Руководитель района проинформировал о начале ремонта школьного спортзала. В ближайшее время планируется приобрести необходимые стройматериалы. Кроме того, уже в конце июля в школе начнут ремонт столовой. Вся необходимая документация полностью готова, сообщил Кация. 18 школьников из Абхазии приняли участие в летнем математическом интенсиве в гимназии Примакова в Московской области. Все ребята – победители олимпиад по точным наукам. На протяжении 2 недель абхазские школьники прошли 6 современных курсов, в числе которых робототехника и проектная деятельность. Сегодня со школьниками встретилась министр просвещения Хана Гунба и советник президента Абхазии Аляс Гвазала. Подробнее Анастасия Никонова. У меня на 2-й неделе по всем моим зачеткам были 5. По психологии, биологии и математике. Милена Убирия – одна из 18 абхазских школьников, которые стали участниками летнего математического интенсива в гимназии Примакова в Московской области. Школьница, как и другие ребята, отличилась в республиканских олимпиадах по математике и решением Министерства просвещения отправилась представлять Абхазию в Подмосковье. Когда я приехала в гимназию имени Примакова, я сначала очень удивилась, потому что она была очень большая, там была куча красивых мест, там было как в сказке. Вообще в этой гимназии Примакова я узнала очень многое, и я сразу поняла, что я не зря поехала туда. Такого же мнения школьница из Тхварчала Леонела Лагвилава. Она отметила, что интенсив «Пример» представлял собой 2-недельный курс, гармонично сочетающий углубленное обучение и активный отдых. При этом ученики сами выбирали уровень сложности обучения, от восполнения пробелов в рамках базовой программы до разбора актуальных научных открытий. Мне особенно понравилось то, что мы изучали математику. Она была сложная, но интересная. Мне было интересно это изучать, особенно комбинаторику. Для меня это что-то новое. Участие в летнем математическом интенсиве в гимназии Примакова бесценный опыт, отметила школьница из Гудауты Мария Халваш. По ее словам, ребята из нашей республики не только учились, но и интересно проводили досуг. Мне понравилось больше всего 3D-моделирование. Там мы на компьютерах делали разные фигурки, там кружки, вазочки, замочки там разные. И потом уже на следующий день, на следующий урок нам их печатали, и я сделала вазочку, подарила мамочке. Сегодня с абхазскими школьниками встретилась министр просвещения Хана Гунба. Ребята продемонстрировали в гимназии Примакова не только свои знания, но и культуру общения, отметила министр. Я услышала очень положительные отзывы относительно вашего пребывания в гимназии имени Примакова в Московской области.
Мне сказали, что Абхазия направила очень воспитанных детей. Мне сказали, что с первого дня вашего пребывания там вы сильно отличались от всех своим воспитанием, уважительным отношением к старшим. Именно так было или меня обманули? Не обманули? Так было? Также мне сказали, что вы продемонстрировали блестящие знания. Так было? Для нас это первый опыт, чтобы делегации из Абхазии, из числа учащихся общеобразовательных школ нашей страны, поехали на очень престижную стажировку в одно из ведущих учебных образовательных учреждений Российской Федерации. Соорганизатор поездки Аляс Гвазава отметил, что гимназия Примакова была открыта в 2017 году. За прошедшие годы образовательное учреждение в 5-й раз завоевало звание флагмана образования Подмосковья. На базе гимназии создан крупнейший в России гуманитарный кластер. Обучение ведется на 2 языках – русском и английском. Очень рад, что у нас появилась возможность организовать поездку и обучение в этом математическом летнем лагере Примаковской гимназии. И именно там, потому что это одно из ведущих образовательных учреждений России, где более 90% детишек поступают в лучшие вузы Российской Федерации и других стран. Хочу сказать, что по поручению президента Республики Бадыр-Гумба и при содействии Министерства просвещения такие инициативы и участие и поддержки Московской области, такие инициативы могут быть продолжены. Отметим, для того, чтобы попасть в список лучших математиков и поехать на стажировку в гимназию Примакова, нашим школьникам нужно не только хорошо учиться, но и побеждать в республиканских олимпиадах. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абазатова. Школьники из Абхазии отправились на профориентацию в Санкт-Петербургский лесотехнический университет, сообщает НТВ. Визит продлится 10 дней и проходит в рамках договоренности между Минпросвещения Республики и российским Миноборнауки. Помимо знакомства с учебной программой и студенческой жизнью, в расписание входят экскурсии по северной столице. Подобные курсы организуются уже 2-й год подряд. В прошлый раз участников было 39, в этом году их около 60. Нам предлагали много в Москву, в Сочи, в Нальчик, но я именно выбрала Питер, потому что там, во-первых, очень красиво, и я никогда не была, и мне хотелось бы увидеть эту красоту. И побывать в этом университете, посмотреть, как там, что там, и, может, в дальнейшем поступить туда. У нас уже там огромная программа, это нам будут читать лекции. Помимо лекций у нас будут множество экскурсий. Мы надеемся, что и преподавателям нам понравится, и нашим ученикам. В издательстве «Академия» в серии «Ведущие абхазоведы» вышла книга «Страницы жизни и творчества Артура Артемовича Аншба» на абхазском и русском языках. Автор издания, приуроченного к 90-летию со дня рождения ученого Артура Аншба, академик, нартовед, президент Академии наук Абхазии Зураб Джапо. Книга иллюстрирована фотографиями из семейного архива, предоставленными сестрой ученого Эммой Аншба. Тираж издания 500 экземпляров. Работа Зураба Джапо – это основательное исследование жизни и научной деятельности Артура Аншба. Дом Москвы в Сухуми проведет серию мастер-классов для журналистов. 18 июля в конференц-зале бизнес-центра «Эверест» пройдет серия мастер-классов «Работа в прямом эфире» и мастерство интервьюирования для журналистов Абхазии от ведущего Первого канала, лауреата премии города Москвы в области журналистики 2018 года, кандидата политических наук, члена Союза журналистов Москвы, актера театра и кино Никиты Пименова. Культурный диалог между регионами России и Абхазии обретает новые формы. В рамках рабочего визита в республику председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов передал в дар представительству Россотрудничества коллекцию литературы. Издания о Самарском крае, уникальные альбомы по искусству и сборники произведений самарских авторов. Представительство Россотрудничества передало данную коллекцию в Национальную библиотеку имени Папаскир, чтобы доступ к ним получили как можно больше читателей, ценителей истории и искусства. О спорте. Турнир по стрельбе из лука АФРХ прошел накануне в селе Каман. Он посвящен памяти героя Абхазии Валерия Делба, погибшего при освобождении Сухума 15 июля 1993 года.
По итогам состязания в двух дисциплинах первое место занял Атгур Какоба, второе – Рашид Кушпа, третье – Антон Насибов. Среди них разыграли переходящий кубок турнира, его завоевал Атгур Какоба. Госкомспорт аккредитовал 11 спортивных организаций. 12 заявок, представленных в Госкомспорт, было рассмотрено на заседании комиссии по аккредитации республиканских спортивных федераций. Члены комиссии проверили представленные документы на соответствие требованиям, утвержденным приказом Госкомитета. Аккредитацию получили Федерация футбола, Федерация рафтинга, Федерация кикбоксинга, Ассоциация киберспорта, Спортивная общественная организация, Федерация ушу саньда, Федерация домино, Федерация бокса, Федерация легкой атлетики, Федерация айкидо, Федерация каратэ-до и Федерация тяжелой атлетики. Федерациям, не прошедшим аккредитацию, будут направлены рекомендации по устранению выявленных замечаний. Сейчас о погоде. В пятницу, 17 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, жаркая погода, атмосферное давление в норме, ветер слабый и умеренный, температура воздуха ночью от 16 до 21, днем от 25 до 30 градусов. Температура морской воды 25 градусов, волнение морской воды умеренное и значительное, относительная влажность воздуха от 70 до 90%. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч на Абаза ТВ.